преддверии Нового года на центральном рынке Сухума можно купить главный символ праздника – ель. Продавцы предлагают широкий выбор новогодних красавиц на любой вкус и кошелек. Пока в продаже в основном искусственные ели. Живых немного, и все они привозные. Кроме елей на рынке можно приобрести сосны и пихты. Эти елки привозные, привезли с России. Это живая елка из Дании. Двухметровая будет стоить где-то 15-16 тысяч. 1,70 м, около 10-12 тысяч. По 2000 вот такой вот сорт елок. Это в России, это российские. В Абхазии запрещена самовольная вырубка новогодних деревьев. Тем не менее, какое-то их количество ежегодно продается из-под полы. Неделю назад в районе горы Мамзышха было задержано транспортное средство с 51 вырубленной елкой. Браконьеры были оштрафованы, а конфискованные деревья переданы дошкольным и школьным учреждениям. Совсем недавно произошел вопиющий случай. В Кадорском ущелье браконьеры вырубили аж 500 елок. Часть елок хотели спустить, и их поймали на посту. Задается закономерный вопрос, а каким образом они туда проехали? И какие намерения у них были? Дело будет пересылаться в прокуратуру, очевидно. Для консультации мы, естественно, включимся в это дело. Но если состав преступления оно классифицируется, если нанесенный ущерб превышает, условно говорю, определенной суммы, то за этим последует уголовное преследование. Если не превышает той критической точки, то будет административный штраф. По словам Савелия Читанава, пока в республике не будет собственного питомника по выращиванию хвойных деревьев, проблема браконьерской вырубки не решится. В этом году ко мне обратились ребята, хотят создать такой питомник по выращиванию только новогодних елок. Это было бы очень здорово. Понимаете, новогодние ели и пихты можно в среднем горном поясе на высоте от 500 метров и выше выращивать. Каждый продавец должен иметь сопроводительную документацию на ели, сосны и пихты. Если их нет, значит дерево вырублено браконьерским способом. За незаконную вырубку и торговлю вечнозелеными растениями на территории республики предусмотрен штраф до 3000 рублей. Будет доказана вина того или иного нарушителя, а доказано будет элементарно просто, но административный штраф, который законодательно позволительно, он небольшой. И потому не так активно воздействует на этих нарушителей. С 24-25 декабря Госкомитет совместно с милицией и экологической прокуратурой планирует проводить рейды по выявлению браконьеров. Эсма Гуланзе, Алексей Баструков, Абхазское телевидение.